Глоток свежего воздуха, он всегда придает чувство свободы и вечности жизни. Когда воздуха много, слишком много, через край, вечность переходит границы. У нас на земле это называется уход. Опустевший дом, несмотря на налаженный быт, сколько бы времени ни прошло с того дня, наделил необъяснимой тревогой. Александр время от времени приезжал в Антоновку. Короткие встречи с сыном так и приучили мать и отца жить все время в ожидании. Оно как будто продолжается. К смерти родных не привыкают. Только время способно лечить боль, но не избавлять от нее до конца. Вот так и живет семья Ивановых в оболочке разумного успокоения. Научились уже вспоминать Александра с теплой улыбкой и легкой грустью. Зоя Петровна и Егор Николаевич, кроме Саши, воспитали еще двух сыновей и дочку. Зоя Петровна вспоминает, из всех детей, пожалуй, только Саша отличался усидчивостью и в то же время был удивительным непоседой. А как он был увлечен спортом! В зимнюю стужу каждый день он упрямо ходил пешком из Антоновки в Нюрбу к своему первому тренеру Артуру Пахомову. Только вот старый учитель Петр Егорович Петров в свое время тайно надеялся, что Александр пойдет по его стопам, посвятит себя истории. А одноклассники его убеждены, Александра что-то вело по жизни, какая-то неуемная жизненная энергия. Однажды, в 8 классе, он признался друзьям: «Я мечтаю стать чемпионом мира, и я буду им». Потом прошла надежда, и вместе с ней любовь, испытанная временем. Теплые письма с армии, возвращение, свадьба. Появилась на свет Динара. А потом появилась еще одна девочка с чудным именем Камила, так назвал ее сам Александр. Первые спортивные победы, звездный час, уход из большого спорта, бизнес, жизненный путь плотно сжимающим кольцом замкнулся на цифре 26. А для Надежды время как будто остановилось. Вмиг пожелтели фотографии в семейном альбоме. Или это только кажется? А Камила все больше и больше походит на отца. Теперь все, о чем говорят и думают в этом доме, разделено надвое, на «до» и «после». И на это «после» потребуется больше сил и мужества, чем было затрачено на все эти годы «до».
Надежда не из тех людей, кого горе ломает, а из тех, кого оно делает сильнее. Стойкости ей не откажешь. На что у Надежды один ответ. Если есть во мне что-то сильное, так это от Саши. А предчувствие было. Но не надо об этом. Несмотря на все мое горе, все случившееся с нами, я могу смело сказать, что я родилась под счастливой звездой, встретив в жизни такого человека и иметь от него 2 прекрасных дочерей. Вот нынче у нас должно 10 лет исполниться, как мы с Сашей познакомились. Примерно в это же время. Абитура. Да. Я тогда закончила 9 класс, а он приехал только что с Нюрбы поступать абитуриентом. Мы познакомились на улице, ко мне подошел смуглый юноша и оказался идеалом моей мечты девичьей. Саша воплощала в себе качества, все качества, которые я себе только могла мечтать. Он сочетал все качества настоящего мужчины. Мужчины в полном смысле этого слова. Ну а затем как разворачивались события? Вы сразу, вот как встретились, решили пожениться? Нет, конечно. Я потом закончила 10 класс. По окончании школы он меня сразу повез к родителям знакомить. Потом он поехал служить. 2 года служил. Я по окончании службы, мы с ним сразу поженились. Потом у нас родилась дочь Динара. А потом он всерьез решил заниматься кикбоксингом только после рождения у нас первой дочери. Вот. Ну, как обычная семья, начинали с нуля. Жили в общежитии в 19-м корпусе, на 9-м этаже, в читальном зале. У нас не было никаких удобств, не было лифта. Вот, значит, с ребенком постоянно по несколько раз на 9-й этаж поднимались. Но, несмотря на это, мы были счастливы, что жили отдельно, самостоятельно, независимо от родителей. Жили на стипендию? Жили на стипендию, конечно, Саша, потому что я тогда был студентом, не работал. Он чисто занимался спортом, постоянно ездил на сборы. Было, конечно, тяжело. Все, то, что мы так любили друг друга, понимали, нас это здорово поддерживало. Вот, и, как говорится, с милым рай шалашем, даже не обращали на это внимания. Ну вот, а затем у Саши уже активно началась уже спортивная его карьера. Вот спорт отнимал у него, наверное, очень много времени, ведь он практически на 100% себя посвятил спорту, все-таки достиг таких высот. У тебя не было вот чувства ревности к его делу? Нет, чувства ревности у меня такого не было. Я, наоборот, всячески хотела его поддерживать, понимать. И я вот сейчас, не хвастаясь, могу как-то сказать, что я рада, что свою частицу я какую-то в его победы внесла я, потому что я старалась всячески поддерживать. Наоборот, я вдохновлялась, что у тебя должно получиться, ты способен на это. И он очень, сам по себе как талантливый очень спортсмен, как человек он действительно необычный. А вот интересно, когда он возвращался с заграничных поездок, вот каким образом ты узнавала о его победах? Раньше или, может быть, от него? Вот вообще, как он реагировал на эти победы? Ну, всякое бывало. Бывало, что он позвонит, скажет. Бывало, что он приезжал с сюрпризом, подъедет, посигналит. Обычно на такси приезжал. И вот стоит, значит, посигналит, я в окошко выглядываю, он, значит, трясет, стоит медалями или кубком. Вот. Ну, он вообще-то сам по себе очень любил сюрпризы, неожиданность. Вот у него было вот в его стиле такое. У него не было этой звездной болезни. И не значит, что ему там какая-то фортуна улыбнулась, и он один за другим соревнования выигрывает. Нет, это, конечно, большое усилие приложено, большой труд. И, конечно, талант прирожденный, плюс ко всему. Я вот так вот смотрю на тебя и тоже могу сказать, что ты сильный человек, и даже в отличие от многих других твоих ровесниц, ты все равно смотришь в будущее с какой-то вот надеждой, с перспективой, строишь планы. Может быть, ты поделишься, вот, о чем ты думаешь, о чем ты мечтаешь все-таки? Ну, тут то, что сильное, это, конечно, я взяла, передалось от Саши.
Саша действительно был уникальный человек, очень сильный. Может, я не скажу, что я сильная, но я действительно поняла, что я буду жить ради детей и действительно их воспитывать достойными. Саша, их отца, маленькой Камилочке только годик, она даже знать не будет отца. Но я буду стараться, чтобы они жили в достатке и выросли действительно хорошими людьми. Хорошими, ну, это во всем смысле, конечно, этого слова. Подняться на высокую вершину очень трудно, ибо далеко не каждый готов поверить, что вершина есть. Александр был очень силен в том, что думал хорошо в ринге. Он не боялся противников. Вот. И он всегда диктовал свои условия. На чемпионате мира, значит, у него были очень серьезные противники. И вот он, как вы сказали, он стал первым чемпионом мира по кикбоксингу из советских спортсменов. Но этому помог, наверное, прежде всего бокс, потому что он именно занимался этим видом спорта в школе у тренера Артура Пахомова. И вот эти черты, кроме этого, значит, в ринге он отличался сдержанностью. То есть он делал только столько, сколько нужно было. Лишнего он не делал. Вот эта черта, наверное, ему дала возможность, что он выиграл одного противника, второго, третьего, четвертого и стал чемпионом мира в Лондоне в 1991 году. Александр, в последнее время он занимался с группой ребят, и вот получился ли бы из него тренер? Вот как ты считаешь? Как тренер он был очень хорош. Дело в том, что он общался с ребятами очень просто. То есть и у него, значит, не было такого, скажем, зацикливаться на одном элементе. То есть он искал, если что-то получалось, значит, он это давал, то есть повторял, для того, чтобы у человека именно получалось автоматом. Ну, как вы знаете, если человек доводит приемы до автоматизма, это уже, значит, там уже начинается спортивное мастерство. Я несколько раз видел их видики его соревнований, например, по слухам его тренеров, болельщиков, спортсменов. Вообще вот Саня вообще талантливый. Вообще он не только вот своим бойцом дерется, да, он еще играет в публике. Это самое главное, это большое качество спортсменов. А так, в основном спортсмены бывают только вот дерутся только вот своим противником. А Саня, наоборот, он все возможное возлагал сам зрителя. Поэтому зрители его очень здорово любили. Когда он выходил на ринг, все орали, кричали, давай вот везде на соревнованиях поддерживали его. Когда вот спортсмен играет на публику, да, это уже высший уровень. Это только мастер класса так может только так делать и выступать для зрителей. Потому что все соревнования, да, это же возложено не только для спортсменов, но для зрителей. Это самое главное. Он это понимал и на это он сильно работал. И все же, что было главным для него? Изящество боя или же верная его тактика? Специалисты утверждают, и то, и другое. Все это было заложено в нем природой. Он все делал быстро и красиво, быстро постигал знания, быстро двигался и говорил, быстро принимал решения, быстро жил. По рассказам очевидцев, незадолго до триумфа в Лондоне Александр добровольно шел на немыслимые физические нагрузки. На первом чемпионате страны Александр выступал в полуфинале в соревнованиях по фулл-контакту и лайт-контакту одновременно, что по правилам недопустимо. Ему сделали исключение. Каждый день Александр выходил на ринг и побеждал, несмотря на травмы, полученные вчера. В один день он завоевал 2 золотые медали. С финального боя победитель ушел почти на одной ноге. Вы скажете, зачем это нужно? Затем, что спорт всегда был своеобразным тестом человеческих возможностей, а спортсмены в нем – экспериментатор-исследователь. А Александр, в силу своего характера, работал тогда на грани пиковых возможностей. И судьба отблагодарила его за это звездным часом, крупной победой. За то, что кикбоксер понял,
Игра – это мысль, а удар – психологический эксперимент. Не потому ли Александр практически не получал ударов и нокаутов? Он был почти неуязвим. В науке о кикбоксинге есть такое понятие, как социальный нокаут. Вот с ним-то Александр не справился. На свой последний поединок с реальностью он вышел, как обычно, в лайт-контакте, а противник, нарушив все правила, бил в полную силу. И Александр потерял победу, имя которой – жизнь. Первый шаг у нас сделал Александр Иванов. Он первым поехал на чемпионат Союза, первым продвинулся через стены, выступил, стал чемпионом Союза, затем чемпионом Европы. А вот со мной он поехал на первом чемпионате России, когда вот создавалась Федерация кикбоксинга России. И на первом чемпионате России я его видел как кикбоксера первый раз. До этого я видел как боксера. Когда он выступал как кикбоксер, мне понравился, потому что вообще-то в спорте, вот таких видах спорта ценится спортсмен, который, ну, можно сказать, имеющий сильный удар. Скажем, вот один раз ударил спортсмен, он послал нокдаун и нокаут. Спорт, видит, это же искусство, это большое искусство. Тут не обязательно выйти на ринг и за несколько секунд ударить спортсмена и выиграть. Это не очень красиво. И Александр был вот одним из тех спортсменов, который владел вот это искусство. У него была прекрасная техника, очень хорошая развитая техника, тактика. Сейчас таких спортсменов у нас в республике нет. Да, и, наверное, в России, в СНГ таких найдется очень редко. Тогда было большим шоком или удачей, что ли, может быть. Многие не думали, что Александр, это большой талант, может выиграть и не только первый чемпионат мира, он мог выиграть, мне кажется, он стал пятикратным чемпионом мира. У него были такие большие возможности. Но когда мы его встречали в порту, он не верил, что он чемпион мира. Естественно, были в шоке, что это первый чемпион Советского Союза, человек, который вошел в историю спорта Советского Союза как первым. Естественно, и он прорвал как бы блокаду международную заграничную, которая была вот кикбоксинга, вот, Советский Союз только-только начинает. И несколько раз выступали и неудачно. И вот Александр Иванов, наш земляк, стал чемпионом мира. Это, естественно, было большим, ну, неожиданность. Это была большая победа. И, наверное, очень многие не ценят, что Александр Иванов стал первым чемпионом мира. Даже сейчас она помогает. В каком смысле? Ну, если скажем так, допустим, сборная команды республики поехала на чемпионат СНГ или чемпионат России без, скажем, Александра Иванова, ну, привезли 5 золотых медалей или, может быть, 7 золотых медалей. Но если вот Александр бы поехал бы как, ну, представитель и как гость, автоматически бы включалось бы еще 2 золотых медаля. Это, я хочу сказать, что это авторитет, это огромный авторитет. Надо было Александра как-то вот от Федерации кикбоксинга не оттолкнуть, наоборот, его приблизить, воспользовать его заслугой, его достижением, и можно было его ввозить как флаг республики. Вы сказали, что он мог бы стать пятикратным чемпионом мира, но он был один раз чемпионом мира. Почему это произошло? Ну, я был свидетелем, когда он выступал на среди любителей. Мы поехали четвером. Александр Иванов у нас 3 боя выиграл. Четвертьфинал. Их было очень много. В четвертьфинале за один день он провел 3 боя, выиграл. И за выход в полуфинал его засудили. Это был, скажем, большой скандал на этом чемпионате мира. Никто из зрителей, болельщиков, никто так
не болел за Александра Иванова, что его засудили. Он, в принципе, он выиграл этот бой. Он бы стал явно без никаких, бы стал он чемпионом мира. И смотря на протесты, все равно бой тому спортсмену дали. Александр того в четвертьфинале выбил из поединка. Надо обязательно написать стратегию. Сами не устраиваются. А Саша не хочет выйти из этого. Вот так-то бывает. Как засудили? Вот это вообще так и практикуется на соревнованиях крупнейших? Ну тут, Чем и вообще объясняется это? естественно, чем выше ранг соревнований, чем выше уровень соревнований, там тем сложнее. Потому что, скажем, в республике такое случается, на рангах России случается, на чемпионатах мира и тем более, потому что борьба-то идет за золотые медали, за чемпиона мира. Тот, кто станет чемпионом мира, значит, поднимется флаг страны, флаг республики. Естественно, да, это своего рода политика. Даже это придерживается, это ошибка, к сожалению, даже проявляется в олимпийских видах спорта. Очень негативная сторона, но от этого никто не уходит. Вот рейтинг лиц среди профессионалов 94 года, 93 92 года. Тут включается в списке Александр Иванов. И, ну, Александр вообще-то вот в 94 году не выступал в профессиональной ринге. В 93 у него вот пошли очень много проблем. И, скажем, почему-то его включали. И делали, мне кажется, из-за уважения, из-за большого мастерства, большого таланта спортсмена. Потому что спортсмен, чемпион мира, который входит в этот рейтинг-лист, он как бы, скажем, поднимал уровень данных профессионалов. Если в списке рейтинга есть там чемпион мира, чемпион Европы, естественно, рейтинг очень сложный, очень сложный. И Александр, вот, хотя вот не выступал, ее автоматически включали во все международные рейтинги. Вот у меня вот есть... Сам, будучи не участвую. Да, сам, будучи не участвовал в 94 году, и все равно его автоматически включали на все вот профессиональные рейтинги. Ну, это как сейчас делается. Вот, да, вроде бы Брюс Ли давно ушел от жизни, и все равно про Брюс Ли пишутся очень многие кинофильмы, книги, потому что это, естественно, спортсмен, вернее, актер был легендарный, тоже также Александр Иванов. Для профессионалов, для кикбоксинга, значит, это тоже своеобразный легендарным человеком. Все основатели и почитатели кикбоксинга в нашей стране не одинокое племя на островке. Вместе со своими звездами и кумирами они склонны думать, что когда-нибудь будут поняты до конца. Поймите, если вы не занимаетесь кикбоксингом, вы все равно на ринге. И первый гонг для вас уже прозвучал. Все мы, сильные и слабые, живем в спортивном измерении. Спорт не развивается вне общественных условий. Он всегда отражает свое время. А мы живем в довольно жесткое время. Так пусть уж лучше люди нокаутируют друг друга на ринге, чем убивают на улицах. Абсурд? Да. Но разве не еще более абсурдно искать решение с оружием в руках? Дороже человека мне, вот, ближе чем друга, чем Александр, у меня нет и не было. Насколько Александр был вообще увлечен работой? Насколько он был перспективен в плане вот, вашей деятельности? Знаете, вот мы специальных вузов в этом плане не заканчивали. Да, Александр учился на педагогическом факультете, он закончил физкультурное отделение. Вот, действительно, человек талантлив, он мог быть хорошим быть преподавателем, хорошим тренером, во всяком случае, это точно.
И вот то, что сейчас случилось и произошло, я хочу сказать, что это мы очень много потеряли, и мне просто нет слов, как высказать то, что вот люди вот так, не подумав, вот если смотреть все его бои, если вот проконсультироваться с теми, кто за ним близок к этому виду спорта, все должны были отметить, сказать, что техника Александра, вот во всяком случае в нашей республике, это лучше, это чисто талант. И плюс к тому, что он был трудолюбив, работал, он был отличный в этом плане вот, спортсмен. Отлично вот, в плане того, что вот, техники, воли, характера. Это было ну, просто вот, в этом виде спорта лучше его здесь никого нет. И вот так взять, вот это все дело, так потерять, мы не можем даже вот на сегодня, если очень собрать вот те же кадры, где он бы там боксировал, посмотреть, где он там вот преподавал своих учеников. Да. К сожалению, очень остались, вот, как всегда, вот, бывает в таких случаях очень мало, скупая такая информация, где мы могли бы посмотреть вот его движения, его бои, его вот, различные там приемы, которые вот, только знал он и только мог сделать он. Ну, во всяком случае, так хорошо делал, как надо было делать. А в плане перспективы, предпринимательской, я повторюсь, конечно, мы не заканчивали ничего, но мы собирались в этом плане где-то пройти какие-то курсы, учиться, например, он бы вот любил учиться, он бы проучился бы где-то, когда мы появились у нас какие-то там свободные средства, мы бы несколько бы расширили свое там кругозор вот, в плане бизнеса, в плане предпринимательских вот, каких-то дел. Но я думаю, что Александр бы справился, он был полезным человеком для общества, для нашей вот, республики, во всяком случае. Что-то смог бы сделать. Да? Ну, вообще-то, вот вы говорите с каким-то вот оттенком всеобщей вины в том, что вот мы потеряли, да? А может быть, мы еще должны чувствовать вину о том, что мы не предчувствовали это? У вас не было такого предчувствия, как руководителя предприятия, как партнера по бизнесу? Знаете, к сожалению, не было. Но вот, знаете, есть такое чувство, что вот, все хорошо идти не может быть. Вот, знаете, есть такое. Да. И, конечно, разговаривая с Александром, мы всегда говорили о безопасности, как личной, как о безопасности нашей фирмы, семьи. Это всегда говорит о том, что всегда есть люди, которые могут, ну, так скажем, в последующем, те же со стороны наших же властей, к примеру, ну, тут нельзя это скрыть, к примеру, или каких-то других там нюансов, то есть всегда надо быть осторожным. Было такое, конечно, мы очень часто на эту тему разговариваем. Быть осторожным, будьте внимательным, где-то каким-то образом. Но вот настолько, чтобы вот могло произойти так, как вот сейчас произошло, конечно, никто предположить и прочувствовать не мог. Лично я, и вот Александр, вот, тоже в этом плане, конечно, это никак нельзя было предположить. Всегда спрашиваем, вот артист, и это вдруг такой спортсмен, как бы общий. Да, что общего? Да? Ну, может быть, мы с характером сейчас, да. Ну, может, единство душ, вот как-то есть же, вот, ну, люди сходятся. Да, вот так, да. После этого наша дружба пошла так легко. Вы с ним разговаривали о песнях, вот, об искусстве, насколько он был вообще, ну, разбирался вот в искусстве, в теме искусства. Обычно вот о спортсменах говорят, что они как-то ограничены вот в своей цели, в своих достижениях и все. Нет, он, по-моему, ему нравились мужские так исполнители, да? Тальков. Вот, да, вот. Он никогда не говорил, что какая-то певица там, да. И ему нравились какие-то вот, да, точно мажорные песни, какие-то вот рассказы, философские песни. Вот в этом интервью последнем, по-моему, да, вечерке было, спрашивали, вот, какие певцы, какие песни, он сказал. И Заболот. Заболотский, это. Тальков тоже был мажорным парнем, да, с характером. Ага. И Саша мне понравился, когда он вот дерется дерзко, это жестко, с этим атакующим таким маневром. Вот, мне очень нравилось его бои. Вот так. Потом вот в апреле еще снег был на улице. Ну тоже вот мы не часто встречались, но когда вы встречались, болтали там, от души как-то, и легко становится. И он как-то разговаривает легко всегда так. Как-то с ним хорошо было беседовать. Да. Я сказал, что Саша у меня будет вот 25-летие творческой деятельности, хочу делать праздник там для своих зрителей, вот приглашить тебя, он с супругой, там, с семьей приходит. Он так обрадовался, хорошо, говорит, это,
сказал, что если что, там помощь, что будет, конечно, я помогу. Ну, я собираюсь этот концерт делать где-то вот в феврале, марте. Этот концерт для него посвящу Александру. Буду пригласить его друзей, учеников, семьи. Саша среди нас будет там, чтобы как бы он сидел в зале. Саша, ну, в сборную СССР, или во всяком случае в стиль сборной СССР, но внес какой-то свою, знаете, особый стиль, знаете, какую-то мягкость, какое-то изящество. Ну, наверное, и Саша Михайлов, Егоров будут говорить, что большинство кикбоксеров — это бывшие боксеры. Они, как правило, застывшие, они, как правило, жесткие, они, как правило, такие упрямые, вы знаете, они получают очень много ударов наносят, и кто первый свалится. То есть в их исполнении кикбоксинг, как правило, это очень жесткий вид спорта. А Саша внес какую-то свою, я бы сказал, такую, знаете, восточную азиатскую мягкость, понимаете? Он очень мало ударов получал. Он наносил удары, как бы, ни разу не было, чтобы Саша был оштрафован за то, чтобы удар нанес не по правилам. Он все делал красиво, все делал мягко, изящно. И самое главное, знаете, он все делал с улыбкой. Вы понимаете, вот когда вот, ну, посмотрели уже тело Саши, к сожалению, понимаете, его лицо, и необычно было не то, что даже это лицо было разбито, а в том, что, знаете, на нем не было привычной улыбки. Ведь Саша всегда улыбался, понимаете, и в жизни, и ринг, знаете, как правило, кикбоксинг — это тяжелый же вид спорта, понимаете, и после того, как спортсменов разнимут по углам, вы знаете, некоторые, ну, как правило, еще минуты две друг на друга смотрят с какой-то яростью, понимаете. Да, а вот прозвучал гонг, все. И для Саши, как соперник, этот человек закончился. Но сейчас не секрет, сейчас можно говорить, ведь у Саши были очень интересные предложения от зарубежных кинокомпаний. Ведь у него были очень интересные предложения. Ну, понимаете, вот как-то вот в нем вот чувство какого-то патриотизма, вот я должен в Якутии вот зародить вот школу кикбоксинга, я должен воздать должное, сколько Саша Михайлов, Егоров со мной носились, я должен с молодыми ребятами столько же носиться. Это как-то перевесило. И, знаете, в нем было какое-то такое, знаете, легкая такая игра на публику, но не артистизм такой, ну, в кавычках, неприятном смысле этого слова, да, а вот это своей отточенной техникой, своей филигранностью, и главное, я подчеркиваю, это главное, знаете, на ринге, своим джентльменским поведением, да, знаете, он вызывал ведь симпатии многих зрителей. И я помню, знаете, первые бои, которые состоялись, а весовая категория Саши была очень сложной, знаете, ведь зрители провожали его, знаете, аплодисментами стоя. Вот ведь были такие великолепные схватки, понимаете, это очень редкость. А какого рода предложения? Ну, я знаю, что Саше очень серьезно предлагали заниматься, ну, вначале, как минимум, в трюковых фильмах. Это были очень серьезные предложения. Да, были предложения быть каскадером. Да, ну, Саша почему-то однозначно отказывался. Он реально оценивал свои возможности, реально оценивал свою ситуацию. Например, была возможность перейти в профессиональные клубы, в том числе профессиональные клубы Японии, других стран. Он говорил, что нет, это не для меня. Я вот годен для профессионального бокса, только вот такого, где там судят по всем правилам, европейским правилам. Это не для меня. Жестокость не для меня. Допустим, там, где кровь, там, и где переломы, это не для меня. Я еще нужен, мне нужна своя голова. Ну, вы понимаете, говорят, одна смерть — это трагедия, когда ряд смертей — это, к сожалению, статистика. Понимаете, уже переходит в разряд статистики. Но при всем, при этом, да, это чисто человеческая, скажем так, психология, способность человека вычленять, знаете, из своей памяти все неприятное связано. Это, я думаю, что для всего населения Якутии крайне неприятная, конечно, ситуация, связанная со смертью Саши. Но все будем помнить, что он был первым. Вы понимаете, ведь после него очень много спортсменов. И те спортсмены, которые себя неплохо показали, затем в муай-тай показали себя, и в кикбоксе неплохо показали. Но их бы не было, понимаете, если не был бы Саша. Он был первым. Вы понимаете, как Юрий Гагарин останется в космонавтике, да? Как, допустим, первые олимпийские чемпионы в борьбе — это были первыми чемпионами, как, допустим, первые штангисты — это были первыми, и первый чемпион мира среди советских спортсменов — это все-таки был первым. Вы знаете, вы бы видели, вы знаете, как встречали, допустим, чемпионов мира, которые стали после него из других республик, понимаете? Они же вошли в ранг с каких-то национальных героев. А здесь как рядовое событие. Значит, чемпионат мира, ну, подумаешь, так это обыденное явление. Хотя, я повторяю, что это был первый. И это надо помнить всегда. Я смертен, но еще мечтаю, чтобы человек обрел бессмертие. Искусство продления жизни выше, чем искусство бить пяткой в прыжке. Но о первом я знаю меньше, чем о втором.